Урожай ждет гостей. В субботу состоится Лахнашта. Очередное заседание правительства Абхазии состоялось сегодня. Повестка дня состояла из кадровых назначений. Кабинет министров утвердил ряд государственных должностей. Был утвержден и производственный календарь на 2017 год. В повестке дня заседания Кабинета министров 35 вопросов. Все касаются кадровых назначений и перестановок. Заместители министров в большинстве остаются при своих должностях. Начали с МВД. Первым заместителем министра внутренних дел назначен Рауль Зухба. Также заместителями министра утверждены Нугзар Хагуш, Беслан Парулова и Эдита Цвинария. Вице-премьер-министр внутренних дел Аслан Кобахи отметил, что в ведомстве идут обновления, и выразил уверенность в том, что утвержденные кандидатуры достойно справятся со своими обязанностями. Сохранил свой пост и первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. Также заместителем министра по чрезвычайным ситуациям назначен Гурам Псардия. В своих должностях были утверждены заместители министра иностранных дел Кантания и Олег Аршба. Заместителями министра культуры и охраны историко-культурного наследия назначены Батал Кобахия и Беслан Гурджуа. Батал Тарба утвержден в должности замминистра экономики. Остались на своих постах и заместители министра финансов Ирмамичба и Джансух Нанба. Министр финансов Дмитрий Сериков уверен в том, что они, как никто другой, знают свою работу, и их знания и опыт необходимы министерству. На пост заместителей министра сельского хозяйства правительство одобрило кандидатуры Владимира Даурова и Ашота Минасяна, учитывая их опыт в этой сфере. И в Министерстве юстиции не произошло изменений. Заместителем министра Кабмин вновь утвердил Рауля Пантия. На своей должности осталась заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Кугоня. Также заместителем утверждена и Карине Паршина. Астамур Ахба сохранен в должности заместителя министра по курортам и туризму. Утверждена в своей должности директор Рицинского реликтового национального парка Рита Лолуа. Премьер-министр Беслан Барцыц отметил хорошую работу и высокие показатели объекта. Кабинет министров назначил Тали Джапуа генеральным директором Абхазской гостелерадиокомпании. До этого Тали Джапуа была в должности советника президента по вопросам государственной языковой политики. Правительство республики считает, что ее опыт и знания положительно скажутся на работе национального телевидения. Уверен в том, что те сложности, которые сегодня есть у нас, в том числе и в работе нашего телевидения, благодаря руководству Тали Шерифуны, это все получит нужное продолжение. Мы очень рассчитываем на ее работу, на ее профессиональные качества и возможности, которые у нее есть. Назначения коснулись и государственных комитетов. Утверждены и главные редакторы государственных печатных изданий. Последним вопросом Кабинет министров утвердил производственный календарь на 2017 год. Сима Аргун, Беслан Джанджоля, Абхазское телевидение. И сегодня же премьер-министр Беслан Барцыц представил коллективу Абхазской телерадиокомпании нового генерального директора Тали Джапуа. Глава правительства поблагодарил за работу прежнего руководителя АГТРК Леонида Еника, который по состоянию здоровья вынужден был покинуть этот пост. Беслан Барцыц пожелал удачи Тали Джапуа, характеризовав ее как человека ответственного и принципиального. Премьер-министр выразил надежду на дальнейшую совместную работу всего коллектива АГТРК и отметил, что со стороны руководства Абхазии будет оказываться поддержка в вопросе технического обеспечения. Генеральный директор АГТРК Тали Джапуа поблагодарила руководство страны за оказанное ей доверие и подчеркнула, что, опираясь на поддержку всего коллектива, приложит максимум усилий для развития национального телевидения. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. День народного единства олицетворяет беззаветную любовь к родине, знаменует преемственность традиций народного единства и сплоченности, дает повод вспомнить о подвиге предков, которые отстояли свободу и независимость страны, укрепили российскую государственность. Уверен, что традиции добрососедства и взаимоуважения будут и впредь служить основой для сотрудничества наших государств, отмечается в частности в поздравлении Рауля Хаджимба. Завершился рабочий визит в Москву делегации Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Ковы. Сегодня в посольстве Боливарианской республики Венесуэла в Российской Федерации Даур Ковы встретился с временным поверенным в делах Венесуэлы Хосе Григория Эскалона. В ходе встречи обсуждались вопросы развития двусторонних абхазо-венесуэльских отношений. Хосе Григория Эскалона выразил уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного взаимодействия Венесуэлы с Республикой Абхазия. Даур Ковы отметил важность всестороннего сотрудничества между Абхазией и Венесуэлой, обратив особое внимание на необходимость активизации
нормализации гуманитарных контактов между двумя странами. По окончании встречи Даур Ковы и Хосе Григория Эскалона обменялись памятными подарками. Международная конференция прошла в Палате адвокатов Абхазии. В ней приняли участие гости из России, представители Федерального совета палаты, представители Палаты адвокатов Республики Башкортостан, президент Адыгейской палаты адвокатов. Перед началом международной конференции Палаты адвокатов Абхазии и Башкортостана заключили договор о сотрудничестве с целью оказания квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим лицам России и Абхазии. Палаты будут осуществлять обмен информацией, взаимодействовать в вопросах организации своевременной квалифицированной юридической помощи. Содержание и формат договора усматривает о том, что мы должны закрепить те отношения, которые ранее устанавливались. 3 года назад такой же документ подписали председатели Палаты адвокатов Абхазии Иван Заранди и Адыги Али Мами. Сегодня на международной конференции Ивану Заранди была вручена медаль за верность адвокатуре от Палаты адвокатов Адыгеи. Председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Заранди зачитал приветствие президента Рауля Хаджимба участникам международной конференции. Это площадка для встреч, обмена опытом, мнениями и коллективного обсуждения наиболее сложных и важных вопросов, связанных с оказанием правовой помощи, от которой зависит судьба, а иногда и жизнь человека, отмечается, в частности, в приветствии президента. Тема самой конференции – перспективы реформирования сферы оказания правовой помощи. У участников конференции была возможность рассказать о тех проблемах в гражданско-процессуальном кодексе, с которыми им приходится сталкиваться. На практике мы сталкиваемся с тем, что люди, которые не имеют юридического образования, пользуются единственным доказательством выбора потребителя, в данном случае клиента, это доверенность. Доверенность не указывает на то, какими квалификационными признаками обладает доверитель. Она просто дает право на представление интересов того или иного потребителя, ну и говоря в широком смысле этого слова, клиента. Но доверенность не отражает на самом деле, каковы качества квалификационные того человека, который представляет доверителя. Да, право выбора у доверителя есть. Он может обратиться либо к адвокату, либо к любому другому человеку. Но государство это право выбора должно поддержать защитой. На конференции адвокаты обсудили ряд вопросов, связанных с их профессиональной деятельностью. В частности, на сегодняшний день в сфере адвокатских услуг есть очень важный нерешенный вопрос. Сегодня интересы клиентов могут защищать не только адвокаты. Именно этот вопрос нужно решать на законодательном уровне, считают адвокаты. Специалисты обменялись мнениями по этому и другим вопросам. Рената Шака, Алексей Бухава, Абхазское телевидение. Сегодня дети нескольких школ Ачимчиры и Тхуарчала посетили Сухумское высшее общевойсковое училище. И у ребят, и у курсантов была возможность показать свое умение обращаться с оружием. Подробности в репортаже Сарии Смыр. Находится пулемет Калашникова модернизированный, который был создан в 1971 году и по сей день стоит на вооружении в вооруженных силах Абхазии. Итак, начинаем разбирать пулемет. Ребята знают, как называется этот автомат, и даже умеют его разбирать и собирать. Школьники ачимчирских и тхуарчалских школ показали все свое мастерство и умение курсантам Сухумского военного училища. Конечно, не без помощи профессионалов, которые показали, как надо передернуть затвор или как правильно держать автомат в руках при его сборке. Похвастаться умением обращаться с оружием могут и девочки. В этом деле они не уступали ребятам. В лагере там разбирали, думаю, я тоже разберу. Очень понравилось, я хочу разбирать, в школе тоже всегда разбираю. Увидеть своими глазами Сухумское военное училище, также лично пообщаться с курсантами и командирами приехали более 10 детей из нескольких школ Ачимчиры и Тхуарчала. Это участники лагеря «Юный патриот», который был организован в августе. Именно там они познакомились со многими курсантами. И вот спустя время выразили желание посетить военное училище. По просьбе детей мы организовали вот такое мероприятие, потому что они очень
хорошо стали дружить. Несмотря на то, что им пришлось в выходной день, у них каникулы, но они с любовью встали в 8 утра, 8:30, некоторые из них стояли на основной трассе, ждали автобуса, звонили, писали, встретим мы их или нет. По словам начальника Сухумского военного училища Алхаса Жиба, они часто приглашают на экскурсию по училищу детей с различных школ. Такого рода встречи воспитывают в детях патриотизм, говорят военные. Показали им расположение роты курсантов, рассказали вкратце об истории нашего военного вуза, ознакомили их со стрелковым оружием, с военной техникой. Это наше будущее подрастающее поколение. Я думаю, что их надо воспитывать в духе патриотизма. И я сегодня уверен, что многие из тех, кто сегодня наш вуз посетил, они в будущем свяжут свою жизнь именно с военным делом. Равнодушных сегодня не было. Ребята хоть и стеснялись говорить на камеру, но не скрывали своих эмоций. Особенно им понравились танки во дворе военного училища, куда они без какого-либо стеснения взобрались сразу же. Не менее интересной была экскурсия по военному музею Министерства обороны. Ребята имели возможность ознакомиться с экспонатами времен войны. Сария Смырастамургожба, Абхазское телевидение. На базе пансионата Мюссера начала работу вторая школа общественно-политического актива АПыза. В ее работе принимают участие 120 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 23 лет. 8 рабочих групп, 8 полноценных команд в течение недели смогут получить большой объем нужной и полезной информации в сфере общественно-политической деятельности. В этом им помогут их кураторы, а также эксперты из Центра политических консультаций «Полигон» из Нижнего Новгорода. Организаторы школы – Государственный комитет Республики Абхазия по молодежной политике и организация «Молодая Абхазия». В мультимедийном пресс-центре «Спутник Абхазия» прошла встреча народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с журналистами. Никоненко в Абхазии не впервые. Артист признался, что влюблен в нашу страну давно и, на удивление присутствующих, даже рассказал легенду о том, как Господь подарил землю абхазам. Подробности встречи у наших корреспондентов. Встреча с народным артистом РСФСР, режиссером и актером театра и кино Сергеем Никоненко прошла в очень теплой атмосфере. Никоненко не раз бывал в Абхазии еще в советское время. Уже тогда ему полюбилась красота здешних мест. Особенно его впечатлило озеро Рица. Особенно меня поразило это озеро Рица. Март месяц можно было снимать зиму, где настоящие саянские отроги, скалы, сосны, мощь такая, грубая, снегу по шею, какой там по колено, по пояс. Вот так вот утопаешь в снегу. 5 километров ниже весна, ручьи. Я убежден, что Абхазия была, есть и будет раем. Сергей Никоненко сыграл множество ролей в кино, в их числе роль маршала Советского Союза Климента Ворошилова в знаменитой картине «Пиры Валтасара», снятой по роману Василия Искандера. По словам артиста, нынешний его приезд в Абхазию связан с творческим вечером для абхазских артистов и ценителей искусства. Так получилось, что и зимним вечером в Гаграх я не снимался на территории Абхазии. Это все было в павильоне Мосфильма. Если помните, громадный павильон, сфинкс там. А «Пиры Валтасара» по как раз Фазилию Искандеру тоже в павильоне Мосфильма. Хотя они приезжали, даже памятник Иосифу Виссарионовичу здесь ставили, хотели его разбирать, а там люди подходили: оставь, пусть стоит. Он мне сказал такую вещь, говорит, вот в Абхазии есть любая натура, все есть, можно снимать. И когда я снимал фильм «Люблю, жду Лена», я приехал, говорит, ты что, тайгу можно найти? Говорит, самая лучшая тайга, это, говорит, Сочи, Абхазия, вот это здесь ищи натуру. Я как раз нашел эту натуру здесь. За свою творческую деятельность Сергей Никоненко сыграл более 220 ролей, снял 17 полнометражных картин и 1 сериал. На Алакове Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
Завтра в селе Лохно Гудаутского района состоится народный праздник Лохнашта. В программе праздника конно-спортивные соревнования, национальные игры, народные умельцы продемонстрируют свои работы. На импровизированных двориках жители сел района предложат гостям блюда национальной кухни «Дары осени». Перед зрителями выступят творческие коллективы. Ожидается, что праздник Лохнашта посетит президент Рауль Хаджимба. Финансовую поддержку в организации праздника оказали руководство страны и администрация Гудаутского района. Все подготовительные работы практически завершены. Начало праздника в 11 часов. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в субботу в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем погода прояснится. В воскресенье преимущественно ясная погода, температура воздуха ночью плюс 6-8, днем плюс 18-20 градусов.